Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане высадили около 595 тысяч саженцев в рамках весенней озеленительной кампании. В Ашхабаде на проспекте Махтумкули открылся новый торговый центр «Аркач». Завершился первый день выставки, приуроченный к 16-летию СППТ, и другие новости. 594 892 саженца лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда было высажено в Туркменистане в ходе весенней озеленительной кампании 16 марта. Наряду с мерами по поддержанию чистоты в парковых и лесных зонах и их облагораживанию в этот день произведен уход за 2 миллионами 376 тысячами 204 деревьями. Старт озеленительной кампании, приуроченной к национальному празднику весны, дал президент Сердар Бердымухамедов. Глава государства посадил молодое деревце на территории культурно-паркового комплекса Махтумкули-Фраги. Затем президент Сердар Бердымухамедов вместе с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Курбангулы Бердымухамедовым приняли участие в озеленении столичного проспекта Арчибиль на участке между монументом Конституции и Дворцом Конгрессов, посадив здесь 7 саженцев. Их символический жест подхватили и другие участники акции. 17 марта в Ашхабаде вдоль проспекта Махтумкули открылся новый торгово-развлекательный центр «Аркач» с бизнес-центром и подземной автостоянкой, разместившийся на общей площади 4,7 гектара. Новый торговый центр представляет собой единый архитектурный ансамбль из нескольких многоуровневых строений с центральным трехэтажным зданием. Комплекс возведен специалистами дочернего предприятия «Уссад». Наряду с многочисленными магазинами и супермаркетом в распоряжении посетителей площадки для игр, кинозалы, детский развлекательный городок с игровыми автоматами, салон красоты, фитнес-зал, аптека, рестораны, кафе и другие объекты. В экспоцентре торгово-промышленной палаты в Ашхабаде завершился первый день масштабной выставки, представляющей достижения и возможности частного сектора экономики Туркменистана. В этом году свои экспозиции на масштабном смотре представили более 230 частных компаний, индивидуальных предприятий и производителей. Нынешняя выставка продлится по 19 марта включительно. По завершении смотра его участникам будут вручены соответствующие дипломы. Явка на выборах президента РФ в Туркменистане на момент закрытия участков в 20:00 по местному времени составила 2750 человек. Всего в Туркменистане 17 марта работало 5 избирательных участков в Ашхабаде, Дашогузе, Мары, Туркменабаде и Туркменбаши. Представители Туркменистана во главе с замминистра здравоохранения и медицинской промышленности Азатом Овезовым приняли участие в международном форуме в Сеуле. Форум послужил площадкой для участников из разных стран для обсуждения основных задач и тенденций в сфере здравоохранения. В ходе визита в Сеул туркменская делегация провела ряд двусторонних переговоров. Туркменистан открывает для себя новое направление туризма – эко-этнотуризм. Это вид отдыха, который сочетает в себе единение с природой и знакомство с самобытной культурой туркменского народа. Эко-этнотуризм направлен на ответственное отношение туристов к посещаемой местности, что минимизирует негативное влияние на окружающую среду и способствует сохранению местных традиций. Такой вид туризма предполагает путешествие в отдаленные регионы, где можно познакомиться с бытом и образом жизни коренных жителей, попробовать аутентичную кухню, узнать про ремесла и услышать местные легенды. В китайской провинции Хубэй в районе водохранилища ГЭС «Три ущелья» появились новые обитатели – растения, побывавшие в космосе. Китайские ученые для эксперимента выбрали представителя семейства подорожниковых. Семена этого растения были отправлены на орбитальную станцию Тяньгунь в рамках миссии Шэнчжоу-13, где успешно проросли и развивались в космических условиях. На экспериментальной площадке в бассейне реки Янцзы было высажено несколько тысяч редких и исчезающих видов растений, среди которых 500 космических подорожников. За их ростом и развитием будут пристально наблюдать ученые. Больше половины водителей в США не доверяют беспилотным автомобилям, согласно исследованию, проведенному Американской автомобильной ассоциацией. Подавляющее большинство людей боится автономных машин, а четверть опрошенных чувствует себя неуверенно рядом с роботизированным транспортом. Показатель доверия снизился с 15% в 2022 году до 9% в 2024. Ряд серьезных ДТП с участием автономных транспортных средств подпитывает недоверие водителей к этой технологии. Например, концерн General Motors приостановил работу своего подразделения «Круиз», которое занималось развитием автономных систем после ДТП с беспилотником компании, в котором пострадала женщина.
Туркменский вольник Алпарслан Бегенджев завоевал бронзовую медаль на завершившемся в Анталии представительном международном турнире чемпионов. Этого успеха Бегенджев добился в весовой категории до 74 килограммов. Престижные международные соревнования в Анталии собрали около 350 сильнейших борцов вольного стиля из многих стран. Бронзовая медаль Бегенджева стала весомым вкладом в копилку туркменской борцовской школы и подтвердила высокий уровень мастерства туркменских вольников на мировой арене. Туркменский дзюдоист Садар Рахимов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 66 килограммов на открытом чемпионате Европы, который в эти дни проходил в Риге. Команду Туркменистана на открытом чемпионате Европы в Риге представляли 5 мужчин и 3 женщины. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.